Всем привет! Ну что, сегодня у нас неделька осталась до Нового года. Смотрите, какой трэш на улице. Суббота. О, авария. Уже авария. И вот здесь вот улица, это Федора Попова. Тут торговые центры у нас, магазины разные. Это нечто, конечно. Машин. Смотрите, у людей нету денег. Какие тачки. О, насчет этих машин, видимо-невидимо сколько. Смотрите. Тут разъехаться, заехать. Авария, ё-моё. Ему поцеловались, как говорится. Бампер отлетел. Смотрите, все парит. О, пыхтят они, как это, как паровозы в стародавние времена. И причем все машины заведенные, все работают. Никто не выключает. Видите, да? Тут такая дорога вся гололедная. Чисто вот, смотрите какая. Ух, ё-моё, жесть, да? Сегодня у нас, ой, я не помню даже сколько. Но потом напишу, какая температура сейчас. Реально. Вот здесь вот где-нибудь на видео вставлю. Видали, да? Все едут закупаться. Торговые центры, что-то нас не спросили вообще. Ни коды, ничего. Говорят, их отменили. Не буду врать, конечно, но говорят. Вот в эти новогодние времена, как предновогодние. Смотрите, а там сколько машин. Такого в субботу обычно не было, чтобы такое количество транспорта. Такое количество транспорта сумасшедшее было. И людей вот в этих торговых центрах тоже куча людей. Все как будто бы что-то съели, какие-то таблетки и побежали что-то покупать. Надо, не надо. Надо, не надо. Ну, людям сейчас, может быть, деньги кому дали. В конце года обычно там какие-то 13-е зарплаты, премии дополнительно выдают. Поэтому денежка появляется, надо бежать и стратить. Надо бежать и стратить. Смотрите, а здесь какая катавасия. Эти куда-то туда лезут, эти сюда лезут. Выехать не могут. Вон там авария. Тойоты, Land Cruiser, Прадо. Машины все крутые. Ну что сделаешь? Столица республики. Здесь много административных учреждений, всяких компаний. Люди богатые живут. Все ходят, конечно, семьями ходят, что-то покупают, какие-то подарки. Надо, не надо, покупают, берут. Может быть, не надо вообще, но как бы принято дарить. Поэтому люди скупают все подряд, всякую ерунду, без которой можно прожить. А здесь машина встала, стоит. А там сколько их приехало. Это вот напротив, кстати, Якутскэнерго, стратегическое предприятие. Не дай бог, что случится с электричеством в городе, город замерзнет, еще что-нибудь произойдет, коллапс будет, коллапс зимой. Сейчас температура под минус 50. Не дай бог, надо молиться, чтобы такого не было, чтобы никаких катаклизмов, апокалипсисов. Это придется город, если он останется без света, тепла, придется его эвакуировать. Куда 300 тысяч населения вывезешь одновременно? А замерзнуть без отопления — это сутки, и квартира у вас уже холодная полностью. Чем-то топить надо, буржуйки какие-то ставить. Где столько буржуек? Напастись. Будет эвакуация. Что будет? Вообще сложно представить. Поэтому такие организации, как Якутскэнерго, Якутская теплоцентраль, газовая, энергодающие, значит, все предприятия, они стратегические. У нас в условиях крайнего севера, а Якутск приравнен к территориям крайнего севера.
эти предприятия, эти все стратегического значения. Без них просто город, населенные пункты вымрут. А в Деляй торговый центр. Интересно, посмотрим сейчас. А, вот все, закрыли эту надпись. Вход без QR-кода. Здесь была, вот здесь вот. Вход без QR-кода. Все завесили. Значит, точно можно заходить в торговый центр уже без этих всех ограничений. И там он, тут тоже завесили. И здесь стоял, значит, на посту проверяльщик QR-кодов. Сейчас его нету. Вход свободный. Кстати, действуют новогодние скидки. Пожалуйста, вот здесь, где Баск, 50%. Представляете? Крутые пуховики по 40-50 тысяч со скидочкой. В Остине вот тоже тут распродажа, короче, сали. Люди ходят, бегают. Поднимемся на второй этаж. Вот тут был ювелирный салон сразу, куда-то он делся. С этой стороны спортмастер с дорогущими ценами. Но здесь написано сегодня, что скидочка, пожалуйста. Скидочка, вот смотрите, сали. Кругом сало. Здесь тоже народу полным-полно. Кстати, был магазин, Калинка или как съехал куда-то. Елочки симпатичные вот такие вот. Стоит новогоднее настроение, которое создают. Смотрите, тут какая прикольная композиция национальная. Ой. А я тут что-то заметил интересное. Сейчас почему-то вот в каждом дворике, да, в каждом дворике ставят елочку. Смотрите, и здесь тоже не исключение. Здесь тоже елочка стоит. Вот такая вот наша нарядная. Но почему-то на ней нету гирлянды. Гирлянды светящиеся. Просто вот так скромненько. Мишура. Елочка синтетическая. А, гирлянда есть, но она не светится. Почему-то она не светится. Сейчас мы направляемся в сторону Лурумола, торгового центра. Вот тут переход. Переходим. Ух, ё-моё. Так. Посмотрим обстановочку. Как же здесь? Вот здесь вот на этой установили теплую остановку. Но она почему-то еще не открыта. То есть люди стоят и мерзнут. Вот дверь закрыта. Еще я не знаю, что там надо было, чтобы ее запустить. Но остановка есть теплая, а пользоваться ей невозможно. Странно. Ну и здесь вот перед Лурумолом торгового центра, соответственно, тоже площадка, которая вся забита автомобилями. Там даже сложно проехать. Машин этих тьмущая. Люди ходят толпами. Так, о, кто-то телегу довез, телегу забыл просто так. С этой стороны тоже машины стоят. Там все пыхтят. Представляете, сколько вот этой отравы, да? Отравы с них выходит. Вот каждая машина стоит и пыхтит. Представляете, да? И этим же всем мы дышим. То есть кому-то комфортно, приехал, сел, в тепле доехал. А в целом для всех получается, что мы дышим отравленным воздухом. Это все равно, что рыбы. Значит, вот поместите их в банку с протухшей водой. Они умрут у вас через несколько дней. Ну а с этой стороны вот здесь тоже машины. Транспорт. Никто не выключает. Никто не... Смотрите, этот грузовик, сколько он гадостей из себя. Сколько гадостей испускает. И здесь вот эта площадка, где у нас торговые центры находятся. Ну, вот эти Sunway, магазин химии, потом Скиф,
Хатуаз, вернее, Хатуаз колбаска. Вот у них как флажки вот такие вот прикольненькие. Сейчас мы вам просто покажу интерьер. Вот такое вот мясо, продукты Хатуаз по выгодным ценам. И здесь смотрите, сколько здесь транспорта тоже. Они приехали в торговый центр, все на машинах. Я уже не представляю, что творится внутри этих торговых центров, сколько там народу. Это просто уму, наверное, непостижимо. Я говорю, люди взбесились, как будто бы не было возможности, вот не было возможности у людей, ну, съездить по магазинам раньше за месяц. Тогда проще было бы. Сейчас еще, кстати, цены подорожали. Я смотрю на продукты питания. Картошечка у нас уже 80-90 рублей. Капустка 100 рублей. Пожалуйста, бери, не хочу. Морковка 100, что-то 50, 160. В зависимости от наглости продавцов. Ну, короче, нормально. Яички тоже подорожали. Сейчас минимум, наверное, 100 рублей десяток. А так нормальные по 130-140. И здесь, смотрите, сколько здесь машин. Вы просто не представляете. Это никогда столько не было. Все люди приехали на своих крутых тачках. Ну, тачки крутые, не крутые, кому по карману. Но в основном в Якутии, конечно, надо машину, если вы хотите где-то проехать. 4 ВД однозначно. Потому что рельеф такой на дорогах и в некоторых населенных пунктах, что с какой-нибудь такой фуфлайкой, типа, не знаю, ну, я в машинах не разбираюсь, но легковушка такая, в ней просто застрянешь. Вот там едут они, смотрите, как их много. И все они коптят. О, чуть аварийная ситуация тут не случилась. Один туда лезет, второй сюда, третий сюда. Вот как пройти, как проехать. Да, ну и сейчас мы зайдем с торца, посмотрим. Там проверяют QR-коды. В этом людей тоже видимо-невидимо приходят. Вот, пожалуйста, я тут забрался на высокую точку и снимаю вам панораму. Это просто сзади что творится. Сзади. И причем машины не перестают ехать, приезжать сюда. Так, ну да, нету. Тут елочка такая. Раньше тут стоял человек. О, камера сразу запотела, видите, да? Открывается июнем. Это я с мороза ее занес. Вот такой вот холод у нас. Сразу моментально, видите, картинка как в тумане, как будто бы. Ну, если посмотреть на эту площадь, смотрите, сколько машин здесь. Сегодня суббота, вечер, неделя до Нового года осталось. А здесь елка, смотрите, стоит при входе в этот торговый центр, вот такая вот. Вся заиндевевшая, вся замерзшая, смотрите. Настоящий иней, не искусственный. Его даже можно стряхнуть. Вот. Не как на искусственной елке. Ну, почему-то ни одной игрушки нету здесь. Только гирлянда скромненько так украшает. Вот, сами видите, наблюдаете обстановочку. Сейчас такая у нас машин мать мышца. Не проехать, не пройти. Все люди что-то набирают. Пар кругом идет от машин, дымина. Ну а это улица Кальвица. Вот, пожалуйста, вам. Движуха. Вот такая вот движуха. Несмотря на мороз под минус 50, вообще
Машин очень-очень много. Как вам? Нормально, да? Ну вот, в общем-то, и все. Хотелось вам показать предновогодний Якутск. Какая у нас тут вот обстановочка перед Новым годом за неделю. Все, всем привет и пока. До новых встреч.